Сборная России по шахбоксу с триумфом вернулась с чемпионата и первенства мира в Сербии. Наша команда заняла первое общекомандное место, оставив позади спортсменов из США и Франции. Значительную роль в этой победе сыграли воспитанники Ингушской школы шахбокса, представляющие Центр прогресс бокса имени Ислама Тимурзиева, завоевавшие 3 медали, 1 золото и 2 серебра. 6 дней бескомпромиссных поединков за шахматной доской и на боксерском ринге выявили сильнейших из 18 стран. Упорство, дисциплина, стойкость и непреодолимое желание вернуться победителем сделали свое дело. Возможность отстаивать честь страны на международной арене – это всегда результат большой командной работы. Важно отметить и поддержку неравнодушных людей, поддержавших спортсменов и оказавших посильную помощь. Зала Луатю, Республики Луатю, цена Аллах Рясхал. Целсова, первый заместитель председателя правительства Гилой Мухаммад Ахжу, я его замсагу благодаря, что Москва встречает же Мохтиг Лилицу, чествует Леадар Тхоцу. Именно так поддержка помогает добиваться высот. Яркое подтверждение тому золотая медаль Илеза Баркинхоева. В категории юниоров 16-17 лет он не оставил шансов своим соперникам. Боксер же барс ты клотиш, гурджи вориш. Боксер же барс ты клотиш вориш. Иш пар переиграть пешт, иш паразиш. Ой в финале хачариш, гаски ворса. Шаму ты клотиш кан корс. Бокса авахкрас. Не менее впечатляющего результата добились и младшие товарищи Умар Цароев и Магомед Бабхоев. В категории 13-14 лет оба поднялись на пьедестал, завоевав серебряные медали. Первый бой горячился персо, первый шахматы дотянуть до бокса до сложного класса. Второй бой горячий командир как торсо. Цена уже первый раунд да шахматы матов персо. Еще раз. Общий бой. А что дисциплина мужская шахбокса? Первый армии известный. Да, интерес спорт. Кертить или есть хатсик, бату аслат есть хатсик. Магомед Бабхоев, кстати, является воспитанником спортивной школы села Мочкы-Юрт. Его тренер Ахмед Аушев поведал некоторые тонкости проходившей подготовки к чемпионату мира. Подготовка у нас началась где-то в августе. Сначала у нас была подготовка, физическая подготовка, потом мы перешли на техническую подготовку. Ребята были подготовлены и физически, и технически. А покорять новые вершины нашим спортсменам есть куда. По словам их наставников, впереди новые международные старты. Планы у сборной России грандиозные. Как нам рассказал тренер ребят из Центра прогресс бокса, график выступлений уже расписан. Ребята продолжат подготовку, чтобы и дальше с блеском представлять Россию на мировом уровне. Впереди новые поединки, где важны и сила удара, и мощь интеллекта. По боксу мы тоже сейчас потихоньку результаты даем. Мы только вчера приехали с отборочных соревнований на Кубок Никифора Денисова, где у нас со зала прогресс бокса выступало 2 человека. И мы добились хорошего результата. Вот у нас Тагиров Хиса сейчас на данных соревнованиях стал 3-м. До этого он стал победителем первенства СКФО, четвертьфиналист России. И у нас есть такие положительные характеристики. И с нами и одновременно там проходил турнир у нас на Кубок канатных дорог Донбая, и где у нас выступал самый маленький. И вот у него это уже вторые соревнования, и он там занял 2-е место. И в этом году у нас по боксу идет хороший результат. И я думаю, в дальнейшем, до конца года у нас перспектива, сейчас Тагиров должен ехать на Кубок России, и мы попытаемся добиться хороших успехов. Шахбокс, для тех, кто еще не в курсе, это спорт, где сила кулака встречается с силой мысли. Жесткое чередование бокса и шахмат на одном ринге. Сначала раунд за шахматной доской 4 минуты, потом 3 минуты в боксерских перчатках. Итак, 11 раундов до победы. Это своего рода школа контроля, которая учит держать удар не только в ринге, но и в жизни. Тренирует и тело, и ум одновременно, воспитывая настоящих универсальных бойцов. Сильных, умных и собранных. И как видно, ингушские спортсмены чувствуют себя здесь вполне уверенно.
Адам Мережков, Султан Магушков, Магаз 24.